надо было больше дней закладывать на город, на посещение Уфы. Современные гости столицы, как они воспринимают новую Уфу? Любое место взять в городе, можно действительно очень много об этом рассказать. Даже писали в газетах то, что уфимцы приходили постоять на асфальте, потому что это было для них в диковинку. И только погружаясь в историю, узнавая, как жили люди раньше, начинаешь понимать, да у нас, друзья, все есть сегодня. Здравствуйте! Интонации – подкаст о том, что нас волнует, наши чувства, характер и даже дыхание времени. Сегодня мы поговорим об экскурсиях. Порой даже прогулка по городу превращается в маленькое путешествие, если заранее разузнать об истории родного края и проложить интересный маршрут. В преддверии Дня туризма гость нашей подкастной студии экскурсовод Динара Веселова. Готова отправиться в телепутешествие без чемоданов и билетов? Тогда приглашаю! Здравствуйте, Динара. Здравствуйте, Лиля. Вы специализируетесь на пеших экскурсиях, и в туристической отрасли вы уже более 13 лет. Какая городская легенда вам нравится больше всего и ближе к сердцу? Ой, на самом деле таких легенд очень много, потому что если даже брать экскурсии по историческому центру, в них всегда есть какие-то легенды, какие-то интересные истории, факты. Я надеюсь, мы сегодня какие-то завесу тайны откроем и что-то расскажем более подробно. Да, обязательно поговорим о многих, которые связаны с всем знакомыми, привычными уже зданиями, но раскроются они по-другому. Очень-очень жду этого. А почему вы пришли в эту профессию? Она достаточно редкая все-таки. Да, на самом деле, я когда рассказываю кому-нибудь, говорю то, что я экскурсовод, люди всегда так очень живо реагируют, говорят: ого, а что вы делаете, как интересно, расскажи. На самом деле, мне всегда очень нравилось изучать город, мне очень нравилось гулять по его улицам, рассматривать здания. И когда я начала изучать их истории, этих зданий, город для меня начал раскрываться с другой стороны. Он мне стал ближе, он мне стал понятнее, и мне захотелось это передавать. Вот иногда бывает, читаешь отзывы, и пишут люди: экскурсия понравилась, но экскурсоводу лучше работать в другом месте. Вот какими качествами должен обладать экскурсовод? Ну, во-первых, он должен быть очень близок к тому, что он сам смотрит на город глазами туриста. То есть он должен включать вот эту вот любознательность, новизну, да, то есть он должен понимать то, что люди, они хотят увидеть то, что невозможно прочитать, например, найти в интернете, то, что для них, возможно, информация какая-то будет впервые, она будет для них такой яркой, запоминающейся. Они хотят не банальных историй, они хотят действительно погружения в что-то такое, о чем просто так не найти. Мы все знаем, что в туризме несколько разновидностей, и мы сегодня с вами будем говорить об историческом культурном туризме. Экскурсовод – это вот такой хранитель историй. Давайте знакомиться с историями Уфы. Давайте. Я люблю всегда очень начинать... У меня многие экскурсии стартуют с гостиного двора. Я всегда на примере гостиного двора, он, кстати, вот здесь за моей спиной, его старой фотографии, я объясняю, как Уфа менялась, потому что изначально ее расположение было в районе современного монумента Дружбы. Позже город, так скажем, переехал. И вот если мы посмотрим даже на старые карты, это вот карта 19 века, очень интересная, на ней видно, как город он хаотично был застроен, он буквально изначально. Вот вокруг монумента Дружбы весь концентрирован, как будто так, хаотично, но очень частые постройки, да? Да. Не было плана застройки. А дальше, где мы видим уже такую регулярную планировку, прямоугольную, четкую, это уже планировка города, которая была принята в XIX веке. И вот здесь вот начинается история как раз Верхней торговой площади, гостиного двора, близлежащих улиц. И мы говорим очень много как раз об этом периоде на экскурсиях. Это правда, что на территорию гостиного двора, в принципе, возможность была даже заехать на телеге, чтобы привезти и выгрузить товар? Да, и даже есть очень много старых фотографий, где там купцы с телегами, с повозками продают товары. Это было очень людное место, шумное, очень много сохранилось воспоминаний о том, как там было действительно шумно. Это был настоящий базар. А что продавали? Продавали все. Я когда изучала рынок, так скажем, дореволюционной Уфы, я была поражена, насколько много было различных товаров в городе. То есть продавали все. Сказать, что там чего-то не было, очень сложно, потому что даже у нас есть фотографии там продавцов лимонов, которые продают, когда холодно на улице, какие-то экзотические фрукты, для города. Это действительно удивительно. Есть фотографии старых жестяных коробочек из-под
конфет, да, где вот старинные фотографии такие тоже красивые. Очень интересно, на самом деле, товаров было много. Город был очень периоде популярный. идет речь? У нас расцвет города – это 19 век, это именно расцвет торговли, когда вот здание Гостиного двора было построено и началась застройка дореволюционный центра. период. Да, до революции. Ну, продавали, давайте подумаем, что могли продавать. Ткани продавали, очень много было товаров обихода обычных, бытовых, галантерейные товары, да, все то, что сейчас мы в целом пользуемся чем, да, что популярно. В принципе, да. Смотрите, ткани. Раньше таких брендов, как сегодня, не было. Да. И магазинов в таком количестве не было. Были салоны по пошиву, где продавали готовые платья. Они стоили, кстати, немало. И модистки эти были преуспевающие люди. Но женщины также шили и дома тоже сами, и шили, и вышивали, потому что у них выхода другого не было. Вот если даже вернуться, да, вот к готовому платью, у нас есть тоже много вывесок на старых фотографиях, где указаны там шляпки, да, и другие товары. И вот даже, например, здание ЦУМа, которое сейчас у нас на Карла Маркса находится, там был торговый дом купцов Каримовых, которые были очень интересными маркетологами, да, их так называю, потому что они давали красивые наряды уфимкам. Их задача была ходить по улице туда и обратно, да, тогда эта улица была Александровская. И для того, чтобы приходили в магазин. Да, и просто к ним подходили, спрашивали, а где вы взяли такую прекрасную шляпку? Они могли показать на вывеску купцов Каримовых и сказать, что вот в этом магазине. Своеобразная реклама. Я читала, что чай в гостиничном бизнесе очень часто предлагался, и кто любил пить очень много чаю, то тем приносили прям самовары, вносили в номер для того, чтобы они ни в чем себе не отказывали. В гостиницах держали все единую цену на этот чай. У человека была стабильность и точно уверен, что чай уж он точно выпьет. Да, да. У нас даже была чай-развесочная фабрика. Это на территории современного вот как раз исторического центра находится. И на этой фабрике фасовали чай в коробочке, очень красивые деревянные чайницы, которые зачастую уфимцы покупали, чтобы завладеть вот этой коробочкой. Ну и чай был, конечно, напитком элитным, он стоил очень дорого. Да. А что еще продавали? Продавали ковры, продавали совершенно разные товары обихода, да, бытовые. И даже, вот вы знаете, я, когда изучала рынок города, у нас в центре города был торговый дом братьев Нобель, тех самых, в честь которых Нобелевскую премию, да, позже назовут. Они продавали и керосин, бензин, мазут и продукты нефти. То есть даже такое, да. То есть если мы не говорим об обычных товарах, а о чем-то таком, чем была Уфа уникальна тогда. И продавали, кстати, вот позже уже как раз в историческом центре магазины были калош, магазины были вот разных других таких вот товаров обихода. Кстати, про калоши. Калоши раньше называли обувь для обуви. Угу. И стоили они немало, и поэтому только аристократы могли носить их, когда им вздумается. Зато они хорошо защищали обувь, и люди приходили, снимали эти грязные калоши и могли выйти в свет. Вот так вот. Ну, для Уфы, наверное, это было очень актуально, потому что город был не асфальтированный. Вот вы видите, здесь булыжные мостовые, да? То есть первый асфальт появился в городе, когда даже писали в газетах то, что уфимцы приходили постоять на асфальте, потому что это было для них в диковинку. Поэтому, я думаю, галоши были очень популярны. А что вот за красивая дама у вас? Это вот я распечатала эту фотографию. Это купчиха Вера Трифовна Попова. И вот в здании, которое у нас здесь вот по центру, она открывает первый кинотеатр в Уфе. Это к тому, что у нас в городе, да, были даже такие пространства культурные. И вот это был кинотеатр «Фурор», в котором демонстрировались лучшие картины русских и заграничных фирм. Даже сохранились вот такие вот рекламки этого кинотеатра. Вы видите то, что там указано. Эти картины демонстрируются. Цены обыкновенные. Есть афиши. По поводу театра я читала, что на улице Бекетовской в 1906 году состоялся спектакль. И он очень интересное название носил «Житье с 3 женами». Ого. То есть я понимаю, что, видимо, какая-то актуальная тема, и этот спектакль пользовался популярностью. Вот сегодня, наверное, такой вот нет надобности, да, вот так называть. Вот как... Названия на самом деле были очень интересные. Вот посмотрите, если здесь увидите, шкаф смерти, муж в прокат, в плену трезвости. Это тоже очень интересное название, я считаю, для фильмов. Броские названия, да, точно. И люди ходили, да, цены были доступны. Ну, на самом деле, цены были достаточно большими на кинотеатры, и зачастую уфимцы ходили просто, чтобы показать свою возможность посещать кинотеатр. То есть кинотеатр был для высшего общества. Уже позже, в советское время, там тоже, кстати, продолжал существовать кинотеатр. Он уже, конечно, был доступный для всех уфимцев. Мы живем с вами в такой период, когда особенно понятно, насколько хрупок наш мир.
У меня вот есть друзья-реконструкторы, они работают в разных эпохах, и после того, как они завершают реконструкцию, они приходят и говорят, мы вообще не ценим нашу жизнь. У нас сегодня есть газ, водопровод, канализация, общепит. У нас есть все, а нам все мало. И только погружаясь в историю, узнавая, как жили люди раньше, начинаешь понимать, да у нас, друзья, все есть сегодня. Согласна? Да, действительно. На самом деле я хочу сказать то, что хоть и город у нас был купеческий город, это был центр торговли Южного Урала, да, до революции, все равно, когда мы смотрим на старые фотографии, нам даже кажется странным, нет асфальта, да, там нету где-то банально там, проездных дорог. Сейчас кажется, то, что действительно уже это, чем-то таким странным. Раньше это было, вот мы видим, даже повозка идет с лошадью, а потом появляются автомобили, но уже на старых фотографиях встречаются на противоположной стороне все равно повозки. Это нужно было время для того, чтобы это полностью ушло. О дореволюционном периоде, более-менее что-то понятно. Если говорить о периодах истории, то вот наследие Советского Союза, оно тоже внедрило свои стереотипы в общество относительно экскурсий, да? Да, так и есть. Можем даже вспомнить про то, что один из стереотипов – это то, что экскурсовод – это такой собранный человек, очень строгий, и на экскурсии нельзя лишних вопросов задавать. Это экскурсия как лекция, да, это такой стереотип все-таки есть, к сожалению. А вообще в советский период он, конечно, оставил большой отпечаток. У нас до сих пор мы с интересом рассматриваем, во-первых, фотографии того периода, да, сравниваем. А во-вторых, например, даже вот видите, кинотеатр, мы говорили, Салават, он был расположен ровно на месте кинотеатра «Фурор» старинного, да, то есть место сохранилось. Или фотосалон тут, сейчас видите, исторический центр, поэтому востребованность такая есть. С советским периодом понятно, тут есть много музеев. Вот один из последних музеев, который я посетила, это дом-музей Гафури. Угу. Очень добротный, но весьма компактный музей. И, в принципе, впечатление складывается, как жил поэт, творил поэт, где проходили творческие встречи, художественные советы, у какой печи он грелся. Но сегодня в современной Башкирии, Башкортостане появились музеи нового образца. Я говорю сейчас о международном комплексе Шульганташ. Я говорю сейчас о мавзолее Турахан, музей кочевых цивилизаций, музей Альбанова, музей Шаляпина. В принципе, вот Советская площадь – это вообще целый исторический комплекс, посвященный герою России Минигале Шаймуратову. Это обнимающая колоннада и скульптура самого всадника, и каменные рельефы, которые говорят об истории республики. Вот интересно узнать современные гости столицы, те, кто приезжают на экскурсии сегодня, эти люди, как они воспринимают новую Уфу? На самом деле я всегда беру обратную связь и спрашиваю, а что вам вот в Уфе понравилось, что вас впечатлило, что вас удивило. И гости чаще всего, они отмечают то, что город очень чистый, здесь очень комфортно, исторический центр очень компактный и приятно передвигаться вот как раз от точки к точке пешком. И они говорят о том, что очень много современных арт-объектов, и в том числе сохранилась история, то есть исторического центра очень много, исторических объектов очень много. Больше всего, наверное, как раз отмечают то, что Уфа, она оказалась лучше, чем они представляли, потому что зачастую, когда они едут в Уфу, они читают какую-то информацию о городе, да, находят общий список достопримечательностей, а когда приезжают, оказывается то, что вот они идут от достопримечательности к другой, а по пути у них еще появляется огромное количество объектов, какие-то дворики, закоулки, интересные пространства. Этого очень много в последнее время появляется в Уфе. Сегодня люди ведь приходят на экскурсию не за фактами, их полно в интернете. Люди приходят за тем, чтобы узнать истории от живого человека, как это происходит глазами тех людей, кто здесь живет, и чтобы проживать такую локальную идентичность, скажем так, для того, чтобы было понимание, что я в этом городе, какая моя история моего родного края. Вы согласны с этим? Я очень люблю проводить экскурсии для уфимцев. Это всегда сложнее, потому что им мы не рассказываем банальные факты. Я вообще в целом, конечно, не любитель вот этого общих фактов, которые можно найти в интернете. Я всегда стараюсь подсветить вроде бы знакомые им места,
но с новой стороны. Все больше и больше местных жителей хотят узнавать город. То есть даже покупая квартиру, например, в новых ЖК, они говорят, было раньше. Да, они хотят узнать. Вот, Динара, мы купили, например, вот здесь вот квартиру, а расскажите об этом месте, об этом районе, что здесь находилось. И это действительно интересно, потому что у нас история, она богатая, и любое место взять в городе, можно действительно очень много об этом рассказать. Мне всегда радостно, когда люди хотят узнать историю своего города. Но сегодня же есть еще спрос на тематические экскурсии, так называемые экскурсии с фишечкой. Вот все мы знаем, что в Питере пользуются популярностью экскурсии на крыше. Как-то в Москве я была на экскурсии у дома Маргариты по роману Булгакова. И там экскурсовод прям рассказывал, вот так прилетала Маргарита над Арбатом, было светло, летела она медленно. Вот у нас в Уфе вообще есть такие вот экскурсии тематические? У нас Маргарита, конечно, не летала, но у нас свои герои но есть. У нас есть свои герои, да, конечно. У меня есть экскурсия «Женщины в историю Уфы». И вот она как раз о женщинах, о тех, кто у нас делал город, да, кто его делал лучше, кто его развивал, о тех женщинах, которые вошли в его историю, как известные поэтессы, предпринимательницы, танцовщицы. Назовите имена, вот очень у нас, интересно. Например, смотрите, фотографии есть, да, прекрасные. Вот Вера Трифоновна Попова, которая основала кинотеатр, но мы об этом уже поговорили. Мы говорим о женщине, которая дала название всей улице. Да? Вот улица как раз Бекетовская. Это улица, названная в честь помещицы Ирины Бекетовой, которая застроила ее после большого пожара. Или мы говорим о даже советских женщинах, которые вошли в историю Уфы. Это и Зайнаб Биишева, это и Зайтуна Насреддинова, ставшая музой Рудольфу Нуриеву, да, великому. Все-таки все началось с женщины, так или иначе. И вот эти экскурсии, они, конечно, уникальные, потому что они более глубже дают понять как раз, как вот город строился именно женщинами. Есть экскурсии по архитектуре города с упором на стиле, где мы обсуждаем как раз, какие стили в архитектуре у нас в городе проявляются, чем они отличаются, какие здания есть. А есть ли вот экскурсии по спальным районам, допустим, или в Черниковку? В Черниковку есть, конечно. Ну, конечно, Черниковка... это отдельный город. Да, у меня был. Даже тут как раз вот есть прекрасная фотография Черниковки с высоты птичьего полета, и мы видим вот эту уникальную застройку именно улицы Первомайской. Вы знаете то, что ее сейчас включают, да, в список наследия, да, здесь запрещается выстраивать какие-то современные коробки, стеклянные высотки, потому что Черниковка, она сохранила свою идентичность, она действительно уникальна тем, что ничего не было застроено после вот советского периода в районе улицы Первомайской. Это полная симметрия, это очень красивый план застройки советского города. И это прям востребованная экскурсия, много людей посещают. Да, Черниковка, она всегда очень популярна. Я люблю ее особенно проводить вот как раз осенью, когда все так красиво, да. В желто-красных тонах. А вообще сегодня запрос на офлайн встречи, наверное, все-таки актуален. И этому есть объяснение. Период пандемии, когда мы в огромном количестве начитались теории, и теперь хочется вот на практике увидеть своими глазами и пощупать своими руками все, о чем мы читали. Ну и, конечно, события 2022 года, когда все поняли, что мир трансформируется, и захотелось какой-то опоры, какой-то поддержки, а она как раз вот в базовых настройках в нашей истории. Да, полностью согласна. Вот как раз период пандемии, он и стал, наверное, таким бумом, подъемом, да, экскурсий. Я просто заметила чисто по себе, насколько больше стало запросов и от туристов, и от местных жителей. И люди все больше хотят именно изучать так, что они могут прогуляться сами по улицам, сами стать как бы героями истории города. Сделать это в онлайн сложно, а в офлайн, конечно, мы гуляем вот именно так, заходя во все дворики, рассматривая здания. Если говорить о теории поколений, то так называемые зумеры, это люди, которые не помнят себя без интернета, они сейчас ведь тоже выходят в офлайн, и хотя им, наверное, это не очень просто дается, но тем не менее они тоже стремятся быть в обществе и приходить на встречи. Много их вообще на экскурсиях молодежи? На экскурсии ходит молодежь очень активно, зовет друзей. У меня очень много, например, на экскурсии приходят там женскими компаниями на девичник, или экскурсии бывают во время свадьбы, когда, вы знаете, молодожены фотографируются, да, а гости города, чтобы просто не слоняться без дела, они идут на экскурсию. Ну а вот гости столицы к какому выводу приходят?
происходит, когда экскурсия подходит к концу? Какие выводы они делают сами? Они мне говорят то, что надо было больше дней закладывать на город, на посещение Уфы, потому что не хватило. Действительно много что можно смотреть. Просят экскурсию, например, да, там, у нас есть 2-3 часа свободного времени, мы хотим там ля-ля тюльпан, Черниковку, Зеленую рощу и центр. И когда я объясняю то, что давайте мы с вами сейчас прогуляемся по центру, и вы потом уже решите, там, захотите ли вы дополнительное время там выделить и посетить еще что-то, и они понимают то, что, а надо было действительно несколько дней, потому что все очень интересно, и можно водить экскурсию там хоть целую неделю для туристов, одних и тех же по городу, потому что районов много, и каждый уникален. Не могу не спросить про новые технологии, которые коснулись нашу жизнь. Наверняка и в экскурсиях это тоже есть. Раньше мы как помним, идет экскурсовод с большим зонтом, и все за ним держатся, или там в белом плаще, да? Ага, вот он, не терять его из виду. Потом мы видим, что экскурсоводы появились с гарнитурами. Угу. Потом люди ходят, допустим, внутри экскурсии с большими наушниками. Вот вы какие технологии применяете в своей работе? Мне очень нравится экскурсии проводить с аудиогидами. Сейчас они такие легкие, компактные. Экскурсовод имеет у себя аудиогид, да, туристы все надевают наушники и слышат его практически полностью там из любой точки. И это очень удобно для пеших экскурсий, когда, например, осуществляется переход от одного объекта к другому, и турист, он может слышать на протяжении этого перехода речь экскурсовода. То есть не приходится останавливать рассказ, ждать, пока группа дойдет до другого места и снова начинать. Да? Мы говорим в процессе, это гораздо больше информации, то есть мы можем намного больше рассказать. И это очень удобно для туриста, он слышит нас везде, может спокойно отстать, пофотографироваться, при этом догнать группу потом, да, не потерять нить. Меня очень просили задать вопрос. Где тонкая грань между историей и легендой? Придумывают ли экскурсоводы что-то от себя? Это такой интересный вопрос, потому что у каждого экскурсовода свой стиль, и иногда есть те экскурсоводы, часть стиля которых это вот как раз легенды. К ним и идет такая публика, да, целевая аудитория, это их как раз такая, то, что любители легенд, каких-то интересных историй таких вот. Но чаще всего, да, мы все, конечно, должны проверять. И я сторонник больше того, что если мы рассказываем какие-то легенды, мы упоминаем, конечно, то, что это легенда, не выдаем это за единственную правду, да, которая относится к тому или иному объекту. И легенды, они очень живые, они очень подкрашивают экскурсию, они создают интерес. Но при этом они должны, конечно, основываться на чем-то. Быть не просто так из головы экскурсовода, да, мы, конечно, можем их рассказывать для интереса аудитории, но все же они должны быть подкреплены фактами. У нас очень много таких легенд в городе, даже многие из которых, знаете, знают все уфимцы, а потом мы идем на экскурсию, а я им рассказываю то, что это легенда, они говорят, а как же так? Мы же все время думали, что это правда, настолько прочно засело это как легенда вот в нашу память. Но, тем не менее, мы не должны забывать, что все экскурсоводы, которые работают официально, они имеют лицензию, да? Да, аккредитацию. А вот интересно, как проходит, что экзамены сдаете? Да, это экзамен. Прям билеты тянете? Билеты. Прямо действительно билеты перед комиссией, время на подготовку, все как стандартно, как на действительно настоящем. То есть доверие у нас должно быть, потому что информацию вашу знают. У нас не так давно прошла аккредитация, да, но имеется в виду относительно других городов. Уфа тоже сейчас имеет аккредитованных экскурсоводов. У нас есть бейджи, которые необходимо носить на экскурсии. И аккредитация, она позволяет все-таки расслабиться туристу в плане того, что экскурсовод прошел эту аккредитацию, и он эти знания свои доказал. Поэтому можно ему доверять. Но всегда, когда турист выбирает экскурсовода, он основывается не только, конечно, на этом, на аккредитации, на отзывах, на личном каком-то принятии экскурсовода, да, понравился, не понравился, вот какие-то такие моменты. Я бы и разговаривала с вами, но наш подкаст подходит к концу, и хочется подвести итоги этой встречи. Самый главный итог – это вывод, да, что нужно ходить на экскурсии. Я всегда очень рада уфимцам на своих экскурсиях с
огромной теплотой встречаю их любознательность, интерес к городу. И советую всегда найти возможность, да, прогуляться по своему городу, взглянуть на него глазами туриста. Не всегда даже необходимо для этого идти, может быть, на экскурсию. У нас очень сейчас много информации о каждом здании в виде QR-кодов на фасадах. Можно просто сделать собственный маршрут, да, выбрать точки, которые вам наиболее интересны, время, какое у вас свободное есть, выделить на это и прогуляться по Уфе. Допустим, вот центр города, если начать у 7 девушек, потом спуститься на Советскую площадь, потом можно подойти в парк Аксакова, дальше по Тукаево спуститься к Софьюшкиной аллее и на набережной. Мы просто такой маршрут как-то с дочкой использовали, и мы были так рады, что мы провели время вместе. И в конце нашей прогулки дочь мне сказала: «Мама, у меня такое ощущение, что это не наш город, а что мы где-то находимся с тобой в поездке, и сейчас пойдем в отель, и завтра новый день». Я говорю: вот видишь, как полезно знать свой город. Да, действительно, это создает ощущение новизны. Можно также выбрать какой-то район и поехать в него погулять, в ту же самую Черниковку, прогуляться по Первомайской, и будет полное ощущение того, что вы находитесь в какой-то поездке в другом городе. Я вас благодарю. Экскурсия – это действительно не всегда про километры и большие деньги. Это прежде всего про эмоции, про любовь к себе и про познание. Спасибо. Спасибо вам, Лиля, что позвали. Я была очень рада поговорить об Уфе, поделиться своими личными мыслями относительно нее. Спасибо. Сегодня мы узнали, где раньше покупали калоши и шили модные платья. И, конечно, поговорили об архитектуре Уфы. Итоги подведены, акценты расставлены, но помним, самое ценное – это ваши собственные выводы и ощущения. Делитесь ими, думайте и спорьте. А мы уже скоро встретимся снова в подкасте «Интонации» на БСТ.